Водитель автобуса, в котором погибли 6 человек, расплакался в суде. Сегодня в Архангельском районе избрали меру пресечения 33-летнему жителю Татарстана. Мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы. Во время короткого общения с журналистами он извинился перед родственниками погибших. Признание далось ему с трудом. Поддержать сына приехали мама и родной брат. Из зала суда Артур Шамсудинов. Он прячет лицо от телекамер, ведь к такому повышенному вниманию мужчина не привык. Еще вчера он был обычным водителем, сегодня основной фигурант уголовного дела. Так получилось, что автобус, находясь под его управлением, попал в аварию, погубив тем самым 6 жизней. Поначалу 33-летний мужчина был немногословен, но под конец не выдержал и заплакал. Перед родственниками хотел бы принести свои извинения. То, что так произошло. Вот я у них прошу прощения. Назвать трагедию обычным стечением обстоятельств трудно, когда за виновником аварии с августа прошлого года числится 19 нарушений ПДД. По предварительной версии, именно несоблюдение скоростного режима стало причиной смертельного ДТП, в котором пострадали 16 человек. На заказном автобусе люди возвращались с корпоративного отдыха. Вот так вот. Опа. И бац. Я слышу. Все, кто сзади, все. Скользкая дорога, его понесло, он вроде выровнять и унесло, и все. Туристический автобус, на котором пострадавшие ехали в Татарстан, принадлежал транспортной компании «Альтекс». После случившегося полицейские провели в офисах предприятия обыски и изъяли всю документацию. Также проверяется техническое состояние автобуса. В момент аварии многие кресла просто вырвало с пола вместе с креплениями. Все автобусы у нас проходят своевременное техническое обслуживание. Обслуживание проходит у официального представителя. Факт вырывания сидений при аварии подтвердить не можем. По имеющейся у нас информации, данные сиденья вырывались пассажирами при спасении пассажиров. Подозреваемый в этой транспортной компании работал с лета прошлого года. По словам мамы, которая приехала поддержать сына на суде, был примерным сотрудником. Прежде нареканий именно по выполнению служебных обязанностей у него не было. Пострадали люди. Но ведь он не виноват, а если его сегодня делают монстра. Я прошу прощения перед теми семьями, у кого погибли близкие люди. Мужчина в разводе. Есть несовершеннолетняя дочь, которая совместно с ним не проживает. Назначая меру пресечения, суд учел и эти факты уже из личной жизни подозреваемого. Впрочем, главный тезис, который лег в основу обвинения, это преступное легкомыслие, которое и привело к столь трагичным последствиям. Суд посчитал нахождение Азата Загирова на свободе опасным, поскольку за мужчиной замечены неоднократные правонарушения. К тому же он прописан в другом регионе, а потому может скрыться от следствия. Ведь ему грозит до 7 лет лишения свободы. В ближайшие 2 месяца водитель автобуса проведет в СИЗО. Артур Шамсудинов, Азат Петров и Газис Валитов. Новости. Архангельский район.